В эфире новостной выпуск «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Вначале озвучу главные события уходящего дня. С 1 января могут вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения. Озвучим новые суммы штрафов. Фото, видео и дроны. Усиление контроля на переправах. Расскажем, какое наказание предусмотрено и где вскоре откроются переправы. В Ленском роддоме в этом году родилось более 200 детей. О мерах поддержки при рождении ребенка. Цель – обеспечить военнослужащих в зоне СВО самым необходимым. Расскажем о работе волонтерского штаба поселка Биркакит в Нерюнгринском районе. Екатерина Захарова выступила на сцене Большого театра. В Москве завершился фестиваль «Видеть музыку». Как это было? Штрафы за нарушение правил дорожного движения могут вырасти в России с 1 января следующего года. Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 до 1500 рублей, а штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление вырастет с 30 до 45 тысяч рублей. Штраф за превышение скорости составит 7500 рублей, за несоблюдение требований дорожных знаков – 7000 рублей. Усиление контроля на переправах. Для этого применяют видео, фото, фиксацию и дроны. Рейды проводятся по всей республике. Какое наказание предусмотрено за нарушение, где вскоре откроются переправы и до скольки тонн, узнаем в следующем материале. На сегодняшний день выезд на ледовые переправы запрещен по всей республике. Сотрудниками МЧС, ДИМС и ГИБДД совместно с административной комиссией Якутска проводятся рейды и беседы с нарушителями, переходящими реки пешком. Особенно строго ведется работа с водителями, для которых за выезд на лед предусмотрен административный штраф. А когда уже вода более-менее стала, допустим, как сейчас период, уже вступает в силу так называемые незаконные таксисты, которые берут на борт этих же пассажиров и их перевозят, уже рискуя не только своей техникой, но уже и пассажирами. Что, конечно, очень жестко пресекается. Это фото-видеофиксация данного человека, это его остановка, это выписывание административного штрафа. Несмотря на все предупреждения и рейдовые выезды, по республике находится много тех, кому по той или иной причине необходимо перейти на другую сторону. На территории Мегино-Кангаласского района, на берегу реки Лена, по направлению село Хатасы, поселок Нижний Бестях, остановлена автомашина марки Toyota Ipsum, водитель которой осуществил перевозку пассажиров через официально закрытый ледовый автозимник. В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день ведутся усиленные работы по подготовке автозимника Хатасы-Павловск. Планируемая дата открытия автозимника Хатасы-Павловск – это конец ноября текущего года. Управлением автомобильных дорог ведется вплотную работа по наращиванию льда, значит, подъездные пути. И, соответственно, при открытии автозимника, значит, будут выставлены пункты весового контроля, чтобы мониторить ситуацию по весовому контролю. Наращиванием льда занимаются подрядные организации, в распоряжении которых 3 мотопомпы. Кроме того, для ручной чистки торосов увеличили количество рабочих в бригадах. Зимник к проезду транспортных средств еще не готов, толщина льда еще не позволяет открыть движение. Сейчас в данный момент ведутся работы по заливке, по наращиванию льда. Также расчистка торосов вручную, это с помощью дорожных рабочих, там порядка 10 человек. И с завтрашнего дня будем пробовать пробивку белорусами, там, где позволяет толщина льда. После официального открытия автозимника Хатасы-Павловск по нему смогут совершать движение машины весом до 3 тонн. По планам Минтранса, поэтапное открытие основных ледовых переправ в республике начнется в первой половине декабря. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В столице сегодня изменилась схема движения автобусов. Это коснулось 9 маршрутов. Также появился один совершенно новый.
Так, по маршрутам номер 25 и 15 полностью перестали курсировать автобусы. Отчасти их заменит новый 12-й маршрут, который будет закольцован с конечной остановки «Вторая дамба». Он будет проходить через Хатын-Уряхское шоссе, позволяя добраться в центральную часть города без пересадок. Кроме них закольцованными станут 35-й и 7-й маршруты, что позволит удобнее использовать их для пересадок. Также маршруты номер 4 и номер 14 сойдут с проспекта Ленина в центральной части, начиная с ФСБ по площадь Ленина. Мы сейчас как раз-таки ведем большой анализ по всем маршрутам городским, особенно по тем, которым была частично изменена схема движения. Считаем пассажиропоток. Если будут какие-то недочеты, конечно, мы будем корректировать. Но в целом, по нашим данным, сегодня все маршруты пошли успешно, все графики с утра были выполнены. Есть у нас, конечно, и технические сбои, да, сходы транспортных средств, но они оперативно, как мы до этого и предполагали, заменяются другими резервами из других маршрутов. В Мирнинском районе открыли сразу 3 объекта, которые важны не только району, но и всей республике. Об объектах расскажет моя коллега из Мирного. В ходе рабочей поездки в Мирный глава республики первым делом провел совещание по социально-экономическому развитию Мирнинского района. По итогам совещания в перечень поручений вошли несколько важных пунктов, касающихся отработки вопросов строительства школы на 990 мест, школы-интерната в Мирном и школы в Сюльдюкаре, а также другие социально значимые объекты. Я очень надеюсь, что в ближайшие годы все-таки будет построен у нас такой важный для района объект, как детская школа искусств. В целом планов у нас много, и я хочу выразить благодарность и администрации района, и администрации наших уже городов, поселков за активное их вовлечение в эту работу по реализации указа по развитию Мирнинского района. И самое главное, на мой взгляд, то, что и люди вовлекаются, и компании, которые работают на территории Мирнинского района, и Алроса, и вот и сейчас уже и Роснефть активно участвуют в строительстве объектов. Впервые за много лет в Мирном открыли новое школьное здание. Этот день стал знаменательным для сотен учащихся средней школы номер 1, учителей и родителей. В новом здании разместились просторная столовая, оборудованный спортзал, уютный актовый зал, тренажерный зал, административные помещения. С основным корпусом здание соединено теплым переходом, и новому объекту уже присвоен свой адрес. Выглядит очень красиво, интересно. Проведут экскурсии, станет виднее. Очень много преобразований должно быть. Актовый зал теперь появился. Вот, в общем, все прекрасно. Ждали, очень надеялись, что все сдадут к сроку. Вот сдали. Это очень счастливое событие для нашей школы и, наверное, для всего Мирного. Далее состоялось открытие моста через реку Чоналыр на автодороге Анабар. Это уже 55-й мост, введенный в республике за последние годы. Вот моста – это прежде всего результат ударного труда строителей. Благодаря их слаженной профессиональной работе мост сдан в срок даже с некоторым опережением графика. Здесь зимой постоянно, когда была объездная дорога, мешала наледь. Потому что она заливала объездную дорогу, она подпирала временный мост Сарм, который здесь стоял. Ну, вы видите, у нас этому мосту не будет страшна никакая наледь уже, потому что у нас высота опор, самих опор, я имею в виду от грунта до ригеля, они 5,5 метров. Плюс высота у нас еще наших пролетных строений больше 2 метров. В Светлинском техникуме открыли учебно-тренировочный комплекс с имитацией реального производства. Этот проект стал результатом совместных усилий государства, бизнеса и образования. Это единственная уникальная площадка в Якутии для подготовки будущих нефтяников. В дальнейшем мы планируем, что наши производственники, именно компании, добывающие нефть и газ, будут обучать, повышать квалификацию своих уже действующих работников, принимать наших студентов как на производственные практики, ну и в дальнейшем полностью трудоустройство на своих предприятиях.
Мирнинский региональный технический колледж, осознавая важность поставленной задачи, со всей ответственностью и воодушевлением в течение 5 лет шел уверенными шагами к созданию фабрики процессов. И теперь именно здесь будет начало формирования новой плеяды нефтяников для развития региональной экономики. Кабмин поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами. Правительство России в целом поддержало меру, но документ нуждается в доработке. Поправки вносятся в закон о статусе военнослужащих. Сейчас право на внеочередное получение жилья есть у бойцов, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более, многодетных отцов. По мнению авторов инициативы, справедливо распространить это право и на военных, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Требуется привести остальные части закона в соответствие с новыми нормами. В Якутии реализуют множество проектов, цель которых обеспечить российских военнослужащих в зоне СВО самым необходимым. Свою помощь в этом направлении оказывает и волонтерский штаб поселка Беркакит в Нерюнгринском районе. О нем подробнее расскажут наши коллеги. За наших, за правду, за победу. Беркакит, объединяйся. Такой лозунг штаба помощи в поселке Нерюнгринского района. В штабе очень тепло. Речь идет как об уюте и комфорте помещения, так и о теплоте сердец присутствующих. Мне хочется сказать большое спасибо нашим жителям, вот нашим женщинам, волонтерам, которые все делают, не считаясь со временем, приходят и работают вот в этом помещении. Помещение это мы нашли, выделили вот Ольге Сергеевне для того, чтобы оборудовали, провели ремонт для того, чтобы эта работа нашла. И в тепле, и свет, чтобы был все. И эту работу мы будем ее продолжать. Завсегдатаи знают расписание штаба помощи. Он открыт ежедневно с 16 до 19 часов. Неравнодушные жители Беркакита оказывают всестороннюю помощь и поддержку, причем как взрослые, так и дети. Всех их объединяет неравнодушное отношение к нуждам других людей, желание творить добро и делать этот мир лучше. Работаем больше 2 лет. Изначально у нас была гуманитарная помощь, мы возили продукты, но мы и продолжаем возить продукты. Потом в апреле месяце начали мы плести сеть. Но плетем уже отправлено с апреля где-то в пределах больше 180 штук. Но это так приблизительно, может быть и больше отправлено. Продукты питания, медикаменты, одежда, да много что отправляем, делаем, стараемся для наших ребят. Большая помощь также организуется благодаря благотворительным концертам в поселке Беркакит. Такая взаимопомощь и поддержка односельчан очень важна. А когда свои вместе, победа становится ближе. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Правительство России направит 186,5 миллионов рублей финансирования на обеспечение работы санавиации в 10 регионах России, в том числе и Якутии. Субсидии пойдут на дополнительное обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи. Всего в федеральном бюджете в текущем году на эти цели предусмотрено более 7,5 миллиардов рублей. В здании ожогового центра республиканской больницы номер 2 на днях завершился косметический ремонт во взрослом отделении. После проведенных работ в помещении стало светлее и уютнее, что не могло не отразиться на самочувствии пациентов и на работоспособности персонала. Подробности у Александра Хавренко. Здание, в котором располагается центр, раньше занимал военный госпиталь. Построено оно было по южному проекту, и в суровых якутских условиях, конечно, требовались определенные доработки. Персонал центра долго ждал всех решений и согласований, и, наконец, косметический ремонт в здании был проведен. Здание полностью перешло на баланс Минздрава практически по документам совсем недавно. И, к сожалению, наша судьба, она до конца не была решена. Останемся мы в этом корпусе, переведутся на другое здание. Вот когда определилось, что пока мы остаемся здесь, в этом году провели масштабный косметический ремонт в помещениях ожогового отделения номер 1. Это взрослое отделение, где находятся у нас взрослые пациенты с острой термической травмой, то есть с ожогами, с морожениями и его последствиями. После ремонта в коридорах и палатах стало намного уютнее и светлее. Также ремонт провели и на посту медицинских сестер. Результатом ремонта довольны. Стало очень уютно, красиво, светло. Нам еще обновили пост в улучшенных условиях.
Ожоговый центр Республиканской больницы номер 2 является крупнейшим подобным центром на Дальнем Востоке. Сюда доставляются пациенты со всей республики с самыми тяжелыми термическими травмами. И, как говорят врачи, когда в палате тепло, светло и уютно, то и процесс выздоровления идет быстрее. Александр Хавренко, Ниргун Старостин, Якутск. В Ленском роддоме в этом году родилось более 200 детей. Сегодня выписали 2 рожениц. Сотрудники роддома часто организовывают торжественные выписки. О мерах поддержки семей и молодых родителях узнаем далее. А перед этим волнующее ожидание. Комната для выписки заполнилась тишиной. Взгляды на двери с долгожданной табличкой «Выписка». И когда, наконец, дверь открывается, выносят новорожденного, уже невозможно сдержать слезы. Счастливый. Валерий и Владислав Давыдовы – молодые родители. 13 ноября в их семье появился первенец. Девочка родилась весом 4 килограмма 130 грамм, ростом 58 сантиметров. Назвали дочку супруги Василисой. Ой, очень волнительно. В целом выпуска волнительно. Очень переживательно. За следующим через 2 года. В семье Евгения и Евгении Неткачевых Эльвира, так назвали новорожденную дочь, стала вторым ребенком. Старшей дочке Лилии 4 года. Она тоже пришла на выписку. Девочка очень ждала сестренку. 50 сантиметров, 3 590 грамм. Конечно, планированный ребенок. Долгожданный. Все радостно, все хорошо, все счастливые. Всегда счастье, когда дети рождаются. В выписке приняли участие заместитель главы района, представители комитета по молодежной и семейной политике, а также руководитель социальной защиты. Она вручила семьям сертификат «Дети столетия». Администрация муниципального района Ленский район решили, что это будет декада выписки ко Дню матери всероссийского значения. От управления социальной защиты мы вручаем такой сертификат «Дети столетия». Это каждому рожденному ребенку в этом году. Сумма составляет 110 775 рублей. Следующая торжественная выписка в честь Дня матери России состоится уже в среду. В этот день будут выписаны новорожденные мальчики. К слову сказать, в этом году в Ленском роддоме родились немногим более 200 детей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Алданском детском саду «Василек» состоялась первая квиз-игра среди детско-родительских команд. Вместе с участниками знания и эрудицию проверили и наши корреспонденты. Сколько весит новорожденный детеныш панды, какая птица приносит счастье и как называется дом медведя? Это лишь некоторые вопросы, ожидавшие участников квиз-игры. Интеллектуальный поединок прошел в детском саду «Василек». В битве знаниями и эрудицией сразились порядка 10 семейных команд. Мы считаем, что такое времяпрепровождение способствует благоприятной психологической атмосфере как в детском саду, так и в семьях, установлению доверительных, добрых отношений между родителями, детьми и педагогами детского сада. Родители видят в процессе таких мероприятий, что детский сад открыт к диалогу с ними. А у детей, конечно, такие мероприятия формируют привычку проводить время с пользой. Состязания между детско-родительскими командами по разным направлениям в Васильке проводятся постоянно, а квиз-игра, участниками которой стали дошколята, в Алданском районе стала первой. К слову, недостатков желающих не было. Предложили в саду, тем более, что семейное, вместе можно со старшими детьми и всей семьей. Конечно, мы даже не раздумывая согласились. Тем более оказалось, что это вообще такое большое мероприятие, около 10 команд со всего сада. Очень хорошая традиция, думаю, начало будет положено достаточно яркое и интересное. Как известно, 2 головы лучше, чем 1, а сила коллективного разума зачастую непобедима. К игре с удовольствием присоединились не только родители, но и старшие братья и сестры, а также бабушки, тети и дяди главных игроков. Требование к участникам было одно – хорошее настроение и готовность работать в команде. Многие из присутствующих старших детей являются нашими бывшими воспитанниками, и для них это еще одна радостная встреча с любимым детским садом. Когда решение ищет команда, задания не могут сбить с толку, а самые сложные вопросы не пугают. Игра состояла из 6 тематических блоков. Участникам пришлось вспомнить зоологию и ботанику, арифметику и логику, а также фильмы, мультфильмы и детскую литературу. Конечно же, смекалка и находчивость лишними тоже не стали. Переоценить важность таких мероприятий очень сложно, потому что как мы воспитываем детей? Воспитываем своим примером. Да? Примером быть любознательным, стремиться к новым знаниям, быть
начитанным, с широким кругозором. Поэтому, мне кажется, это очень хорошая традиция, начиная с дошкольных учреждений. Проигравших в первой квиз-игре не было. Места почетного пьедестала распределились между всеми командами. К тому же и дети, и взрослые в ходе поединка узнали немало интересных фактов. А главной наградой для каждого из участников стали положительные эмоции и огромное удовольствие. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии стартовал прием заявок на всероссийскую акцию «Елка желаний». Дети из числа находящихся в трудной жизненной ситуации могут загадать свои новогодние желания, которые будут исполнены гражданами по всей республике. Мероприятие направлено на объединение общества для поддержки нуждающихся детей. Стоит отметить, что в прошлом году в республике из более 600 желаний заявок было исполнено 223. Присоединиться к акции можно онлайн на сайте елкажеланий.рф до 20 декабря. Заявки могут подавать это дети-мечтатели, вернее их законные представители, где дети возрастом от 3 до 17 лет. И следующая категория – это дети с особыми образовательными потребностями, дети с инвалидностью, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, также дети из семей с низким прожиточным минимумом проживания, также дети героев, чьи родители были участниками, либо сейчас участвуют на специальной военной операции, и в том числе дети из новых территорий. Якутянка выступила на сцене Большого театра. В Москве завершился 9-й фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». В его гала-концерте принимали участие лучшие оперные певцы не только России, но и зарубежных стран. Нашу республику представила солистка театра оперы и балета Екатерина Захарова. Как это было, узнаем из следующего материала. В Бетховенском зале Большого театра в этот вечер звучали романсы. Гала-концерт 9-го фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» организаторы решили превратить в камерную и уютную церемонию, вразрез самому форуму, который поражал масштабом. За 2 месяца в Москве в рамках фестиваля показали 38 спектаклей из 15 регионов России и 3 стран. Видеть, как гигантский материк Евразия дышит, как он творит, сколько талантливых людей есть и в России, и в прилегающих странах, конечно, это большая радость. Ну и, конечно, это общение, мне кажется, дает всем коллегам огромный импульс к дальнейшему творчеству, вдохновение и оптимизм. Участников финального гала-концерта фестиваля организаторы выбрали заранее. Это тоже был своеобразный конкурс. Лишь 10 исполнителей из разных регионов вышли на сцену камерного зала знаменитого храма культуры. Якутию представила Екатерина Захарова, солистка Государственного театра оперы и балета имени Сивцева Сорона Омолона. Катю Захарову я знаю, наверное, лет 15, может быть, даже больше. Она начинала очень хорошо, и сегодня это ведущая исполнительница, ведущая оперная певица этого театра. Я очень рад за то, что она очень хорошо развивается, что она находится в прекрасной, просто блестящей вокальной форме. И то, что здесь она, это большое достижение и для республики. Это показатель того, что республика может показывать и представлять своих исполнителей на сценах Большого театра и других театров. Для своего дебюта на сцене Большого театра Екатерина Захарова выбрала романс Мусорского «Отчего, скажи, душа девица». Впечатления от Большого театра, конечно, колоссальные. Каждый мечтает спеть, пусть не на большой сцене, но Бетховенский зал – замечательный зал. Как скажу, не успела ничего почувствовать, потому что, во-первых, очень страшно петь только одно произведение. Это ответственно, страшно. Надеюсь, что зрителям понравилось. А в зале в этот вечер сидели настоящие легенды классического искусства. В рамках фестиваля награды за вклад в музыкальную индустрию получили Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, также балетмейстер и педагог Габриэла Комлева, известный композитор Максим Дунаевский и другие. Фестиваль «Видеть музыку» завершился, и можно быть уверенными, что следующий форум станет еще громче и ярче. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.